Ну, и снова здравствуйте. И у нас как бы начинается новый день на Камчатке. И сегодня мы... Куда ты ушел? Присаживайся, присаживайся. Хозяин ты. Как вы уже поняли, мы находимся с Сергеем у Сергея дома, на кухне. Позавтракали, перекусили, попили Чайковского. И пришла пора разделывать рыбу. Ведь рыбалка это ведь не только сунул, вынул, поднял и рыба тебе вот так вот в готовом виде. Прежде чем рыба попала на стол, предстоит, кроме того, как поймать ее, еще и разделать, еще и, я вам скажу, правильно разделать. Свою печорскую рыбу как разделывать, как бы я знаю. Знаю, как ее чистить, знаю, как ее засолить, знаю, как ее употреблять в пищу, где хранить, все это я знаю. Ну, рыба, пойманная на Камчатке, есть свои небольшие секретики. Было все одинаково. Нет, там все-таки, вот скажем, икру мы просто взяли, посолили, на хлеб намазали, съели. Вы это, как это называется? Грохотать надо на грохотке. Грохотку надо, грохотать, все такое. Сергей показывал уже это на канале своем. Я как бы смотрел это все, но смотреть это одно, а научиться делать это своими другами это другое. Также и про засолку рыбы, потому что, ну, в общем, посмотрим, что у нас получится под чутким руководством Сергея. Попробую разделать рыбу, пойманную на Камчатке. Так, что мы имеем? Мы имеем вот такой вот тазик для рыбы, вот такой вот тазик, вот такой вот тазик для голов, хвостов, которые потом уйдут собакам, ну и вот такой мешочек для потрошков. И вот такой вот мешочек рыбы имеем, мешочек рыбы. И сейчас мы ее будем, разделывать. Так, приступаем. Вот мороженое, не знаю, как Растаяла, не растаяла. Ну сильно-то нет, она у нас это с последнего дня, как бы она не должна быть промороженная. мерзла. Все. Что? Не разделишь, наверное. Не разрежем, ну вот так. Сразу разделаем или сначала голову, хвоста отрезаем? Нет, сначала режется вообще по спине, надо талую рыбу, такую не знаю, как делать. По спине нет, а кишки вытаскивать. Ты по спине режешь, кишки вытаскиваешь. А, кишки по спине резать. Ну не разделишь, она мороженое. Замерзла? Придется резать по брюху. Лишняя работа. Обычно так берешь, берешь как ножом, да? Пока она талая. Так шлеп, ножом так по хребту ее вжик, отвалил, кишки убрал, хребет вжик, потом голову и хвост. И все. А живот остается, да? А живот остается. Все, понял. Так, немного. А так ты не разделишь, она мерзлая. Так, голову Нет, отрежешь, держать не за что будет. пока. А, не за что держать, да, будет? Дай-ка тонкий нож возьми. Дай-ка тонкий нож возьми. Вдоль позвонка, да, так? Нет, это широкий, дай попробуй. Ну, мерзлая. А, повернуть никак, да? Мороженое, не знаю, мороженое даже не получится. Надо будет подождать немножко, чтобы она оттаяла. Да. Блин, вроде минус 8 на улице. Вчера вроде она не промерз, вчера почти плюс был. Муж идет куда хочет, без злоте я не могу рулить. А. Ну что тогда, подождем немножко, чтобы отошла, да, наверное? Конечно, надо, чтобы она отошла. Все, ладненько тогда, пока рыбу не будем мучить, подождем буквально часик. За часик она уже отойдет, да? Ну, наверное, дай бог. Вот сейчас этим Ну, можно. не, я вообще, я порчу эту рыбу. Портим, да? Конечно, мясо остается, нож идет куда-то. На кости остается мясо. Нет, да, я не могу вывернуть его. Так. Испортил, короче, рыбу одну. Конкретно испортил. Рыба должна быть оттаявшая. Да. Рыба должна быть талая. Просто вчера они стали заносить, как бы, да, было тепло на улице и думали, что это... Да. Была плюсовая температура, а сегодня... А сегодня минус 8, и она подмерзла. Конкретно. Как ни странно. Не, мерзлая, как ее разделать, я не знаю. Миш,
от кости с носа дошел. Он должен от кости, так тоненький осталось мясо, если там на кости осталось. Все понятно. Ну ладно, что, может это тогда достанем, выложим рыбу, чтобы быстрее замерзла, Да. в одной куче было. Да. Прямо на стол. А заодно и посмотрим, какую рыбу сегодня мы будем разделывать. О, какие красавицы. О, рыба-форель и корка. Вот эту форелевую икру можно сразу солить, да? Да. Без грохотки. Нет, ее грохотку играть надо по-любому, надо только можно с холодной водой садить. А, холодной водой. Да. Что мы тоже и сделаем. Форелевая икра вкусная? Да. О, тем более. Так, что, куда это складывать? Контейнер принести может? Или... Да, беспокойно. Тарелка много занимает. Вот как-то так вот выглядит. Вот вся эта вот прелесть. Микижа форель. Вот. Ну тут я не знаю, как сейчас кишки все вместе, как сейчас её разделить. Я, ну мерзла, я не знаю, как это сделать. Ну давай оставим пока так. Подождем, чтобы она немножко оттаяла. Сейчас выложим всю рыбу. И будем заниматься. Есть еще одна доска сюда, чтобы по всей длине? Нет? Ну это. Нету. Ну, ладно. Так на эту пленку можно, да, положить рыбу? Да можно потом протрясти. Потом вытерем, да и все. Ну вот. Немножко не получилось, потому что, повторюсь, рыба вчера была таявшая. Была плюсовая температура, оставили рыбу в машине, чтобы вечером не воршаться, так как приехали мы уже поздно и были уставшие. А тут мороз -8 и немножко проморозило, как ни странно. Вот. Сейчас достанем рыбку, чтобы она быстрее отошла в тепле, так как в мешке она будет отходить подольше. Мерзлая, бля. Нет, это мучение, это не разделка. Ну все, оставляйте. Мужик идет куда, я не знаю, куда он идет. Вот так вот. А вас так не разделываете? Я, если честно, так нет. Бывает, что щуку, крупную щуку со спины разрезаю вот летом, когда, чтобы спина просолилась, крупную щуку. А так рыба у нас размером не очень-то крупных, скажем так, и просаливается. Она любая тусуется, не колодка тусуется. Мы это дело все достанем, подождем, чтобы оттаяло. Вон голец еще тут вон. Нет, это мучение. Да, оставь, все, подождем, чтобы она оттаяла. Голец. Сейчас мы это все дело хозяйство достанем. Все это оттает. Вот так вот, у нас это собаки. И будем... Это собачий корм, где у нас ведро под О, собакой? а это вы что взяли? Это тоже собачий корм, да? Да. Вот это, друзья, несмотря на то, что рыба очень и очень красивая, но это у гольца получается брачный наряд. И вы уже видели, что такую рыбу мы отпускали. Просто эта рыба крупная и взяли на корм собаке. Не стали отпускать уже всю такую зеленую рыбу мелочь. Поверни ее к этому. Так? О, нет. Так? Нет, ты плашмя держишь, ты так вот так вот. Вот. Будет рыба видно. Вот так вот. Вот такая вот брачный наряд гольца. И как ни странно, Сергей говорит, что такую рыбу кормят собакам. Ну что, у Сергея собака есть, так что она не откажется от такого лакомства, правильно? Надо сейчас ее сразу на балкон, наверное, унести, чтобы не оттаяла, да? Ну ладно, в общем, подождем, когда оттает наша рыба. Так, все, достаем. Ну и после того, как рыба немножко отойдет, потом приступим к разделку. Сделаем паузу, скушаем твикс, часик перерыва. Ну вот одно немножко получилось. Вот это получается вот такие вот отходы. Это шкелет, это голова. Все это тоже идет на корм собаке. Пока выключаемся. На одну фост я руку не закидать.
Рыбу прирезаешь. Давай, подожди, пошел. Угу. Может, мой ножик тут. Здесь протыкаешь насквозь и вдоль щипта пошел. Там вдоль щипта прижимаешь. За голову все держать. Опасно так держишь на себя. За голову держи. Так. Вот. И так вот так ножом, вот так ножом, вот жаб. Не, сейчас не откроешь. Так берешь. Раз. Ставь так, раз. Вокруг жабр, да? Да. Все открывай. Не прорезал, что ли? Вот это пустая, без икры. А, с молокой. Самец. Самец. Все, теперь Кишки убираешь. Ведро. убираем. Подмороженное еще, да? Немного, да, еще. С жабрами, без. То было срочно заберешь. А? Здесь надо перерезать на кишку-то надо. Ага. Ты тащи его хлеб в этот. Ой, ведро. Где у нас мусор? Так. Теперь переворачивать. Или Не нет? надо, сейчас хребет вырезаешь. Просто хребет вырезать и все, да? Да. Как-то не так. Вот так берешь. Отрезать от головы сначала. Да, и теперь. Что эти кости зачем тебе? Да. Ну тут кости, я вам скажу, не такие, как у печорской рыбы. Тут они как хрящики получаются. Они. Нашу, вот, скажем, на лима вот так вот не порежешь. Почему? Потому что кости вот такие вот твердые. У меня Роман Геннадьевич даже нож сломал толстенный, когда рубил у налима кость. Он молотком просто шандарахнул. Тебе тебе голову. Так, это у нас сюда, да? Вот собаки. Так, а ты знаешь, вот так раз. И здесь вокруг головы проходишь. Это собаки. Готово. Это тоже уже собаки. Так как здесь рыба есть, вот такие вот вещи кормят собакам. У нас бы на Печоре такие вещи варили бы уху. Кстати, уху мы тоже в избе варили, и было вкусно, да? Ну, собаки тоже кушать надо. И это хозяйство все убирается Ложкой да кровь. ложкой. Пленки, кровь, вот это все лишнее. Бляха. Убирается. Если мы солили язя в кровяном посоле, эту кровь не убирали, ну это язь, а это микижа, то здесь все это убирается, чтобы все было красиво. Все, и по брюху нет полдозы вот раз. Ну, это, я как понял, можно резать, можно не резать, смотря где. Для хранения, для транспортировки, смотря для каких целей. Такая получается красивая пластинка. Мясо нежно такого розового цвета, оранжевого даже ближе, я сказал, оранжево-розоватого такого цвета. Не красные, не белые, но вкусные. Так, кровь сюда. Ну, вот так процесс примерно так. Как-то вот так. Ну давайте еще один. Тряпку найду. Да, еще одну рыбу попробую уже самостоятельно почистить, теперь уже без помощи Сергея. Так, со спины. Берем. Ужин поправить надо. Берем. Режем. Поворачиваем нож. Не понимаешь, лучше плотнее, не поймешь. Так, раз, и пошел. Так, сразу, наверное, так отрезать, да? Вдоль жабер. Все. И поехали. Лучше голову держи.
Опасная работа. Да, ты держишь на руку. А так мне неудобно. Ладно. За голову взял такой. Вот так раз палец и уже. Ну, ладно, я потом. Ну смотри. Ближе к тому. Я... Ты это как-то не так, ты должен работаешь. О, правильно. Протыкаем возле анального отверстия. Да. Вот теперь можно перехватываться. Прижимаем к позвонку плотно-плотно. Да. В принципе, получилось. Нормально получилось. Нормально получилось. Открываем. Ага, это у нас девочка. Икру убираем сразу в тарельку. В тарельку. Вот такая вот икра в тарельку. А это все хозяйство. Кишочки. Нет, а ты забыл. Ага. От головы кишка. Блин, как акнула. Глотка. Дайте свой ложек принесу, я тебе неловко уже. Да, скользкие просто руки надо сейчас помыть. И все. Я тут ножик принесу, все толчей. Тут тушка не скользкая-то. Ну, коряво, конечно, базара нет, но получается же. Так, еще. Теперь отрезаем позвоночник. Я, как говорится, не волшебник, я только учусь. Неудобно. Так вот почему-то неудобно, чем вот так вот. А левой рукой, я видишь, я просто не левша, если бы я левой Я работал. правый, смотри, смотри. Ты подморожено вещи, ты еще по кости взял близко к кости. Кость режешь. Видишь, почему кость режешь? А, ну. Вместе с костью, видишь, обрезали. Наверное, не хочу, чтобы мясо на костях осталось. Все, сейчас кровь убираем. Чуть побольше оставил, чтобы ты ее прямо вообще вплотную, кость отсюда зарезать. Кости здесь практически нету, я говорю, как змея получается, без костей. Боковых костей вообще нету, посередине один хребет. Пленку тоже убирать, да? Так как в халюзе кости одинаковые, в принципе. Нет, немного, ну, похоже, да, но мне кажется, здесь даже еще меньше, чем в Харюсе. Ты друг поставил на стол? Нет. Это как не свечи у нас. Как-то вот так. Ну, в принципе, думаю, смысл понятен. Кто на Камчатке занимается разделкой рыбы, он, конечно, сейчас плюется, глядя на меня, как я это все делаю. Ну, в принципе, конечный результат на троечку потянет, да? Нормально. Я бы сказал даже Даже я еще не волшебник, я учусь. Ну, привыкать. Разрезаю. Привыкать. Ну, не знаю, привыкать, как мне привыкнуть? У нас нет такой рыбы. Вот когда будет такая рыба у нас ловиться, тогда и будем привыкать к разделке. Эти плавники не режутся, да? Вот так? Нет. Зачем? Нормально. Плавнички вкусненькие, там погладать. А, хрящики, да? Все. Еще одна рыба готова. Ну, а дальше, в смысле показывать, мы, в принципе, уже все показали. Потом покажем, как грохочем, грохотаем. Грохочем. По полю танки грохотали. Ладно, все покажем. Вот, в принципе, получается у нас вот такой вот конечный результат. Это сказка. Ты, главное, показал, принцип понятен, с каждой рыбой будет получаться лучше и лучше. И Да. все будет хорошо. Все, в общем, продолжаем чистку рыбы. Потом покажем, как засаливаем и все остальное. Так, ну что, рыбками немножко напластали. Убрали все лишнее. Голову, хвосты, потрошка. Икры было мало, буквально
Вон 4 или 5 рыбок, наверное, немного икры взяли, но она, Серега сказал, замерзшая. Здесь вот потрока, там вот головы, позвоночник и хвосты. Это все собачий корм. Вот этот пес, замечательный щенок, который растет не по дням, а по часам на камчатской рыбе, будет употреблять это все в пищу. А вот это такой вот обед у нас назревает. Сергей Витальевич решил побаловать жареной рыбой. Маленьких, миленьких. Да, которые в заглот были, поменьше которых выбрали. Вот такая вот сковородочка. Без плитки, без ничего, сама по себе. Как она называется? Типа казанок, чанок, что-то такое. Китайская сковородочка. В общем, все как и везде. Мука с солью перемешку. И вот так вот обжаривать. И получается вкусно. Почему вкусно? Да потому что эту рыбу мы уже пробовали таким же способом, прожаренную в избе. Это было действительно вкусно. А теперь давайте посмотрим, какой замечательный вид открывается с окна Серегиной квартиры. Вот такая красота. Вот машинка. И кругом. Слева не видно, но слева тоже гора. Справа вот такая вот гора. И впереди все горы, горы, горы. Это Камчатка, край вулканов, гор. Там вот река. Река Камчатка? Да? Река Камчатка. Вот там вот возле острова Полыня, которая никогда не закрывается из-за того, что бьют там ключи. Ну, естественно, из-за этих ключей назвали сам поселок Ключи, да? Да, и вот здесь ключей никогда не закрывается льдом. Вниз 7 километров, любой мороз промыто. Ну и там вот вдалеке, если видно, сейчас возьмет, не возьмет, тоже вулканы, горы. Камера не передает эту красоту, потому что это в дымке, как бы в тумане все. Но я отлично вижу, и это просто обалденно. Вот такая вот красотень. Обалденная красота. Поселок, как у нас, в принципе, в поселке тоже есть старый поселок, который частный сектор, двухэтажные дома, кирпичных домов здесь нет, Серега сказал. В общем, узенькие улицы, переулочки, все по-деревенскому, все по-простому, все прекрасно, все красиво и хорошо. Все рассказал. Все сказал. Скажи, мне здесь нравится, да, Сергей? Да. Это родина. Я здесь не родился, но мне здесь тоже обалденно нравится. Это вот такая вот рыбалка, вкусная рыба, красивые места. Красота. Тем временем скоро у нас будет обед готов. Сейчас почистим картошку, пожарим. И с рыбкой. Вот так вот. Итак, вот у нас получилась такая вкусняшечка. Обалденная просто вкусняшечка. Жареная рыбка. Картофан жарится с лучком. В общем, перекусим. А рыбка, Серега сказал, что должна оттаять, потому что тут некоторая рыбка еще была заморожена. Вот сейчас все это хозяйство растает до конца. И мы после обеда приступим к засолке. Так что еще немножко. И мы скоро, очень скоро увидим конечный результат. Вернее, конечный результат мы увидим часов через 8-10. Это, наверное, будет сегодня вечером. Да. Сегодня вечером перед сном мы это все до конца доведем до ума. Вот. Ну и завтра, если нормально все получится, прогноз погоды, мы опять собираемся на рыбалку. Теперь уже у нас будет другая рыбалка на другую рыбку и в другом месте. Так что рыбалка продолжается. Крупная, обязательно для засолки должна быть крупная соль. Каменная, пищевая
крупная соль. Ни в коем случае не йодированные. Йодированные соли рыбу не солят. Вот, соль готова. Бак для засолки рыбы готов. Рыба готова. Плотненько пообедали, перекусили жареная картошечка, рыбка. И теперь делаем это вот все вот так. Надо сверху кидать маленькую. С обоих сторон или с одной только соль? Только одна сторона. А две стороны потом ты вот не возьмешь. Надо вот мелочь вот перекидать мне, а мелочь наверх пойдет, крупную вниз надо. Крупную вниз, мелочь наверх. На стол перекидаем пока сейчас. Так, раз. Лишнее отряхаешь, да? Шкурой вниз, да, ложишь? Да. Голец. Какая разница, голец, форель. Это тоже голец. Кстати, вот я так вот... Ну, у нас нет таких размеров рыб, может, из-за этого так не солим. Это как-то можно попробовать, скажем, покрупнее щуку, если только... Ну, щуки опять же в таких количествах. Тоже за раз, чтобы... Так вот четко видно. Так, завершающий штрих. Вот пошла хулиганить, пошла хулиганить. Вот газовый баллон сейчас пропустит еще. Ну-ка, ну-ка, я тебя. Что помельче рыбины были, их наверх. Все. Ну так, в принципе, и получилось, пока вот время, ну, грубо говоря, 5 часов, без 5. И у нас вот получилась такая красота. Так, теперь это куда? В теплое, прохладное место? На балкон? Нет, Комнатная температура, да? Да. И оставляем. Без гнета, без ничего, так и оставляем. Да, что-то сейчас целлофанчика закрыть можно. Продолжение следует. После небольшой паузы, как рыбка у нас просолится, мы покажем дальше, что мы с ней будем делать. Как-то вот так. Так, ну вот. Еще один этап позади. Наша рыбка промыта. Но промыта быстро, буквально она не лежала в воде. Сразу вот промыли, ложили, помыли под краном, ложили. Теперь оставляем это до утра, чтобы стекла лишняя вода. Ну а потом уже можно будет вынести все это дело на балкон, чтобы подсохло до конца, и можно уже вакуумировать. Главное, сейчас смыли лишнюю соль, чтобы рыба, в общем, взяла за 7 часов соли столько, сколько ей было надо. Теперь мы лишнюю соль промыли, и она будет уже потихонечку сама по себе доходить. Мне просто уже не терпится увидеть конечный результат и попробовать то, что получилось. Если честно, друзья, впервые засаливая рыбу так, вот именно таким способом. Так что посмотрим, что у нас получится. Так, ну что, вот прошел еще один день. Рыба у нас уже практически готова. За ночь она обтекла. Сейчас на балконе немножко полежала, охладилась.
И получился вот такой вот замечательный продукт. Без относительно лишней влаги, но в то же время нет и не вялено, ничего. Из нее не течет ничего. В общем, все нормально. И завершающий этап. Это сейчас мы будем с помощью вот такого вакууматора у Сергея. Сколько лет вакууматору? Ой, не знаю, лет 30. еще при Советском Союзе купленный. При Советском Союзе корейский вакууматор, до сих пор он работает. Покупал Сергей тогда, когда еще таких даже у нас в Союзе не было. До сих пор работает. И сейчас мы при помощи этого вакууматора Скорее привезли. будем вакуумировать нашу рыбу в вакуумные пакеты. Погнали? Головой туда, не, головой туда, наверное. По 2 рыбки будем ложить туда. Экономить пакеты. Можно по 4 пластинки. Можно по 4. А можешь взять что ты выбираешь? Так, все в одну сторону должны смотреть, да? Да иди, хуй наверх иди. Эти так, а эти толстейшие две вот так вот. А, сверху, да? Чтобы ребра, здесь ребра, они потом пленку проколоть могут. Все, понял. А так ребра закрываешь. Вот так вот. И все. А так там ребра могут проколоть пленочку. И потом раздуется. Все, понял. Чтобы Так. ребра не торчали. Вот. Ну и все. 4 рыбки. Ну. Много отрезал еще, нормально. Не, немного нормально завязал. Вот такая вот красота получается. Ага. Маркировку нарекла. Раз, это сюда вот так раз. Да, легко отрезали. Ну все, нажимай эти пальцами здесь стороны. Чуть слегка, чуть раз. Все, Да? Всё закрываем. открываем. Вот у нас что получилось. Без доступа кислорода. Я так думаю, это богатство наше речное камчатское спокойно доедет до республики Коми. А не только это едет, а еще год лежать будет. Да. Главное, чтобы не было острых костей, чтобы ничего не торчало, чтобы ничего не протыкалось. Поэтому 2 рыбы ложим с одной стороны, 2 рыбы с другой и запечатываем. Вот так вот по 4 рыбки будем штамповать. Поехали дальше. Потихоньку, не спеша. Завакуумируем рыбку, чтобы она домой дошла. На-на. Ой, На-на-на-на-на-на-на. И спали, доносится налево. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Не надо, чтобы рыба попадала, да? Желательно шоу. да. Так. 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 А может еще парочку? Нет? Можно. Может 6 штук должен. Да, вот что-то тут они мелковатые. Я еще по центру, Да. наверное, бабахну. Конечно. Что это вот небольшой такой вот. Ну да. Что тут? Так, что-то у меня все левые, правые, блин. Да без разницы, либо правая, какая разница. Ну тогда сюда, наверное, чтобы равномерно. Да, да, да. Вот, Да. судья. Можно еще, нет? Или хватит? Можно Хватит. еще, если хочешь. Не Давай разницы. еще. Давай еще. Пленку Давай. сэкономишь. Пленку, да. Пленки маловато. О, раз. Все нормально будет. Все. Лишку задвинь сюда, чтобы было удобно ложить вес не лежать, да? Здесь вот так. Еще чуть-чуть здесь, чтобы это не попадало на эту полтышку, это, чтобы была сюда выходила. Все. Закрываешь, прижимаешь.
Все? Да. Шикардос. Вот такая вот пайка. Вот такой вот брикетик. Классно. Зашибись. Поехали дальше. Ну как-то вот так. В общем, посмотрим, хватит ли нам пакетов. Если что, надо будет сходить в магазин еще. Так что вовремя начали. Посмотрим. Так, ну что, друзья, процесс продолжается. У нас уже готово. Вот такая вот небольшая кучка уже. Ну, такая вполне увесистая. Все плотненько, все хорошо. Сейчас пошли трофейные размеры. Пленку вырезал, что надо. С запасом, чтобы было. И вон, смотрим, друзья, что мы вакуумируем. Вот такая вот красота неземная. Вот эта рыба называется микижа. Форель, камчатский сорт форели. Ну и как обычно, чтобы не прокалывать костями вакуумную пленку, делаем его вот так вот. Шлеп. И вот получилась у нас практически целая рыбка, только без головы, без потрошков и без костей. И теперь мы это все хозяйство, вкус, я вам скажу, друзья, обалденный уже. Все готово, все просолилось. И сейчас мы вот это хозяйство вот сюда вот, и этот мешочек. Так, друзья, я так думаю, немножко теперь имеете представление, как все это происходит. Поймать рыбу — это одно. Нет, начнем с того, что доехать к хорошему месту рыбалки — это одно. Поймать рыбу как бы тоже надо уметь, но постараться. Но даже если и поймали, ее надо не просто хорошо и вкусно приготовить, во-первых. Во-вторых, качественно все это упаковать, чтобы все дошло до дома в лучшем виде. И чтобы для дальнейшего хранения. Просто сейчас вот я это вот, то, что дойдет до дома у меня, вот, а то, что дойдет, надеюсь, ну даже если где-то случайно проткнется пакетик, ну, ничего нет страшного, она уже не потечет, с нее лишняя влага вся вышла. И вот эти пакеты просто замораживаем, и все. Нужна рыба, достал пакетик, разморозил, достал, съел вкусняшку и дальше. Это точно. В идеале было, конечно, замораживать где-то, скажем, по 2 пластины, но опять же это не экономия вакуумных пакетов, как бы. Я не знаю, хватит, не хватит, надеюсь все-таки, что мне хватит, что я уложусь. Вон там еще есть маленький кусочек остался. Так что, вон, 6 рыбин, у нас уже практически полный пакетик. Я так думаю, сюда... 3 рыбины, по половинке же. Ну, 3 рыбины, 6 пластов, я имею в виду. 3 рыбки. 6 пластов, да. Что, Хватит, хватит. Я думаю, это рыба крупная, хватит. Сейчас мы это все. И это будет самый лучший пласт. Так, немножко еще вот так вот лишний жир с пленкой уберем, чтобы лучше заклеило. Самый лучший пласт. Ух ты, красиво смотрится. Вообще обалденно, ну. Давай, Сереж, помогай. Да, да. Я тут придержу, такой сам тут придержу. Тут Нормально. не завернулось. Самый лучший день приходил вчера. Давай. Вот, друзья. Вот она, красотень-то какая. Вот
Вот это вкусняшка. Это вам не тру-та-та. Тру-та-та. Вот немножко уже вакуума осталось. Ну и рыбы немного. Сейчас гольчиков завакуумируем. Там посмотрим, видно будет. Вон еще маленький там есть. Продолжаем. Дискотека продолжается. Ура, ура, ура. Поехали дальше. А самое приятное еще будет, знаете когда? Когда это все уже дойдет до дому, сядем все за стол нашей дружной семейкой, достанем пакетик, сварим картошки или пожарим, там что там Васильевна придумает. Что это он? Уже не будет? Не сгорит? Вот так вот. Перебор. И сгорел, надеюсь, да? Нет. Достанем картошечки. Достанем рыбки. Нальем рыбацкую. Это будет кайф. Это будет просто супер. Ну а пока готовим вкусняшку. Вот теперь сами подумайте, как это долго. Ну, оно того стоит. Все. Так, ну что, друзья, дело сделано. Вот получилось у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пакетиков одной рыбы, вот этих микижек, и 1 пакетик гольца. Все. Красота у гольца, вот мясо даже вот розовее получается, чем у микижа. У него мясо белее, но это не значит, что это невкусно. Теперь это дело мы отвозим в морозилку, чтобы это все хорошо промерзло. Ну и потом перед отъездом это все, оно даже не успеет толком растаять. Если даже растает, там течь с нее не будет. В автобусе холодно, в самолете еще холоднее. Ну а в поезде там уже за 1,5. Ей ничего не будет, даже талой. Она просолена. Она просолена, даже можно плюс 20 вести. Вот. Ничего не будет. Вот, друзья, сколько надо труда, чтобы вынуть рыбку из пруда, приготовить, разделать, упаковать, завакуумировать, довести. Как-то вот так. Самое простое это вынуть рыбку из пруда. Да, это самое простое. В данном регионе точно, на данных речках, на Камчатских, вынуть рыбу из пруда это самое простое. Все остальное, конечно, надо потрудиться. Но, друзья, повторюсь, оно того стоит. Да, Чак? Чак Норрис. Все. Чага. Бородач. Друзья, на этой прекрасной ноте, что все-таки уже пришли к логическому завершению, заканчиваем наш репортаж с Камчатки. Скоро будем дома. Всем пока. И до новых встреч на канале Коми Рыбак, теперь уже в Республике Коми.